Приветствуем всех. Аят Машвой. Маршал Хулдиев Масарна. Сегодня 31 марта 2026 года, 19 часов 2 минуты по Брюсселю и 20 часов 2 минуты по городу Джахару. В начале свой стрим я назвал «Непокорная Ичкерия и непобедимая Украина. Союз против зла», но потом Аят напомнил, что сегодня 31 марта, и это очень важный день, важный во всех смыслах и для всех и республик, и для истории важный день, и мы решили дополнительно назвать 31 марта 1992 года незаконный федеративный договор РФ. На платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия 212 у нас сегодня стрим. И стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и в TikTok также идет. Всем тем, кто, как обычно, предупреждаю, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, кто находится в зоне досягаемости фашистских правоохранительных органов или карательных органов будет точнее. И слово передаю сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аяду Идигову. Аяд, вам слово. На чеченском и на русском я забыл сказать. Марш дойл, хоме Маквай, Масаргашу маршалду. Или маршал. Аша ночи матахач. Ночи матах анелдирдуй, да кокас матах büç болматтана регулен ойдучер хайта дозита. Şimdi emot salat şona dinen masa dinen boş botsten vay emot laşar şa bol be bokwe da almogla. Aslan ma'alır tağına 31 марта 92 года. Сегодня 31 марта 92 года. Это день подписания федеративного договора о создании Российской Федерации России. Предварительно до подписания этого договора, что было надо знать, и многие наши люди, и люди в мире, многие об этом не задумываются, а многие, а еще больше, наверное, не знают об этом, что это было. Получилось так, что в 91 году, 26 декабря, на основании решения Беловежской пущи 3 руководителей республик Советского Союза, России, РСФСР, Украины, Советский Союз был распущен, как они говорят. И тогда на основании этого решения были приняты документы, и Горбачев, президент Советского Союза, тогда подписал постановление о распуске Советского Союза, и в Советском Союзе тогда было, в тот момент было 32 союзные республики. Многие не знают об этом или забыли. Обычно нынешняя Россия про это все пытается скрыть, спрятать и не говорить об этом. Они говорят, многие с кем разговаривали, говорят, вот там было там сколько, 15 союзных республик, остальные были автономные. Нет, это неправда. Это неправда, есть тому документальное подтверждение. Я не буду дальше вглубь заходить, скажу, что в апреле 90 года в Советском Союзе были приняты специальные 3 закона, согласно которых все автономные республики Советского Союза получали статус союзных республик. То есть на территории Советского Союза становилось 35 союзных республик. Но эти республики должны были наполнить, в связи с новым статусом, наполнить, как говорится, всей атрибутикой свою государственность. И вот как шла тогда вот эта вот, скажем, ситуация, как она развивалась, мы сейчас разберем.
Дело в том, что все эти республики, я буду сейчас говорить только о территории Российской Федерации, РСФСР тогдашней, Мгм. и тех республик, которые вышли из этого этой союзной республики, были выведены как части, и они получили статус союзной республики. Из этих 20 республик, которые были в составе СССР, Мгм. и были тогда еще считались частью РСФСР, их было 16 республик в тот момент. Из этих 16 республик, только Чеченская республика, значит, ей удалось, провести выборы на своей территории, провести референдум, общенациональный съезд чеченского народа, который прошел 25 ноября 1990 года. Мгм. Следующий этап, действующая власть на территории Чечено-Ингушской республики тогда Мгм. приняла декларацию, согласно которой Чечено-Ингушская республика объявлялась независимым суверенным государством, как и все государства остального мира. Однако тогда мы знали и раньше, что республики, которые находятся в составе тех стран, которые образовались после окончания Второй мировой войны, в процессе завершения и принятия современного международного права, были приняты специальные постановления, принципы приняты. Особенно вот этот принцип права народа на самоопределение и принцип нерушимости границ 1975 года прошлого века, Хельсинки. Мгм. Так что, исходя из этого, наша республика, которая тогда приняла, значит, решение о создании нашего суверенного государства, практически не могла выйти из-за этого Советского Союза, даже в этом случае, потому что мы находились в ограничении этих международных принципов, так как было, Мгм. и есть до сих пор. И когда нашей республике, вот как я сказал, был проведен общенациональный съезд чеченского народа. Это был традиционный съезд нашего народа, вековой, так, веками, что проводился. И на этой основе, значит, была принята и декларация Чечено-Ингушской республики, которая сказал о создании своего суверенного независимого государства, таким же государством, как любое государство остального мира. Ну и так как мы не могли выйти из этого, скажем, Советского Союза, Советский Союз дал разрешение, Горбачев и его Верховный Совет дали разрешение выйти из Советского Союза только 3 Балтийским республикам. Причина тому в основном была в том, что эти 3 республики остальным миром не признавались частью России. То есть остальной мир признавал эти республики оккупированными территориями. Мгм. И люди, которые были во власти в тех республиках до начала Второй мировой войны, они были в зарубежье, они там работали, они на основе вот этих своих полномочий проводили работу, и остальные государства воспринимали этих людей как и люди, которые имеют легитимные полномочия. И вот в результате этого в течение вот столько лет прошло, значит, эти 3 республики были признаны независимыми государствами Советским Союзом. Так как мы речь идем о РСФСР, это также относится и к другим республикам, бывшим ранее Союзом, в котором были автономные республики. Ну, на примере РСФСР мы рассматриваем это. Получилось так, что вот именно Чеченская республика смогла, ей удалось, и чеченскому народу удалось это сделать, как я сказал, и мы приняли все атрибутики нашего государства, гимн, значит, флаг, герб, правительство, парламент, все структуры власти, органы местного управления были нашим народом, тогда, будучи в Советском Союзе, уже фактически, значит, реализованы и созданы. Наше правительство действовало, вся страна, значит,
была задействована, и мы находились в таком состоянии, то есть как независимое государство. И вот когда в 91 году, 26 декабря Советский Союз был незаконно, скажем, с точки зрения Советского Союза распущен, то есть он был развален, то в этот момент, так как он был незаконно развален, все эти республики, которые были в составе СССР, получили право, с точки зрения международного права, на создание, образование своего государства. То есть в этот момент все, значит, законы Советского Союза, как только исчез Советский Союз, то все законы Советского Союза исчезли для этих республик. Это были государства, это были страны, республики, которые были в составе СССР. Теперь, когда СССР исчез, они имели право на создание своего государства. И вот какой процесс пошел. Дело в том, что все вот из 16 республик, я про них говорю, Чеченская республика сразу же после, значит, принятия всех необходимых, значит, документов для независимого государства, мы работали над принятием нашей Конституции. 27 октября были проведены выборы, значит, на ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, почти полгода, 12 марта 1992 года в международном правовом поле, в соответствии с международным правом, Чеченская республика приняла Конституцию своего суверенного и независимого демократического правового государства. То есть мы создали свое государство, и 13 марта 1992 года Грузия, член Организации Объединенных Наций уже, она признала наше государство, и наше государство, соответственно, признало и Грузию. Многие говорят о том, что вот там Грузия, она признала, потому что Гамсахурдия свергли и все такое. Но давайте подумаем о том, что значит свергли Гамсахурдию. Кто его свергал, кто против этого власти этой страны боролся. Это была власть России, которая проводила массовые мероприятия и которая, значит, делала все для того, чтобы свергнуть президента, законно избранного президента Грузии Зиада Гамсахурдия. Они боролись, но в какое-то короткое время этот президент, их Верховный Совет, был нашим гостем нашего президента короткое время. Затем они все они готовились и выехали снова в Грузию, и там продолжили свою борьбу. Это была законно избранная власть грузинским народом. И там в ходе этой борьбы и в ходе того, что Россия бессовестно, значит, атаковала со всех сторон, с моря, с воздуха, в конечном итоге получилось так, что президент Грузии Гамсахурдия Зиад погиб. Теперь, когда вот вопрос встает о том, что же было дальше, они вместо, значит, Зиада Гамсахурдия, значит, практически насадили там КГБшника Шеварднадзе. Мы знаем с вами, кто он такой, если не знаете, это можно почитать. Это старый большевик, старый коммунист и агент, как угодно можно, от Российской империи. Он был насажден, и при этом некоторые люди, которые нам оппонируют, говорят, да вот там это нельзя, незаконно. Но, несмотря на это, эти разговоры совершенно неприемлемы с точки зрения международного права, с точки зрения логики и с точки зрения законности. Более того, я скажу, что в 90, вернее, не буду говорить, когда была после, значит, ухода в отставку или очередных выборов во власти в Грузии, пришел, значит, президент Саакашвили. И вот власть Саакашвили тогда, значит, ее парламент в Грузии принимает решение о том, что все те решения, принятые
президентом Гамсахурдия, принятые. Все от начала, с первого дня и до конца его срока, так, пятилетнего, кажется, так, что все они имеют юридическую, имеют юридическое обоснование, то есть и эта очередная власть тоже приняла, значит, подтвердила законность признания нашего государства. Это один вопрос. Но с другой стороны, это уже ясно нам, потому что вот такая была ситуация. Есть документы, поэтому мы их публикуем в наших сайтах. Посмотрите Чечен Гауман, зайдете, там увидите это. Она там опубликована. Теперь поговорим о других вот республиках, которые были ранее тоже в составе РСФСР, а потом они были преобразованы в союзные республики. И после того, когда они вышли из Советского Союза, когда Совет развалился, Ельцин и его команда и эти старые большие коммунисты делали все для того, чтобы эти республики, начнем с Дальнего Востока, скажем, Якутия, Бурятия и другие республики, которые идут до самого конца, скажем, до Балтийского моря, их было 15 тогда. Эти республики тоже имели право на свою государственность. Но в этих республиках, я как сказал, еще сидели во власти те первые секретари обкомов партии или генеральные секретари, если они так назывались, которые были еще в Советском Союзе. То есть по своему статусу они давно потеряли свои полномочия, еще будучи в Советском Союзе. Потому что уже там они не избрали, не дали избрать власть этим народам. И после того, когда уже Советский Союз развалился, тут с этого момента вообще все законы СССР исчезли, потому что они уже больше Советского Союза не было. И эти республики имели уже право на свою государственность и должны были провести также, избрать свою власть, всю атрибутику и определиться, как они будут дальше жить. Но для этого нужно было принять, значит, соответствующие решения, съезд народов, там все, что для атрибутики, и потом вот по международному праву там обозначено, что любая страна, которая вышла из какой-то другой страны, имеет право на создание своей государственности отдельной, или, значит, имеет право создать какую-то конфедерацию с другим государством, или войти в состав другого государства. Так вот, вот эти все принципы нарушая, эти республики были незаконно втянуты в состав Российской Федерации России, которая была названа еще ранее, хотя это было незаконно, они заранее еще, будучи в Советском Союзе, назвали ее Российской Федерацией России, хотя все эти республики были выведены из РСФСР. Да. И вот после Советского Союза они, значит, под это проводят 31 марта 1992 года, они проводят, значит, встречу, в которой они подписывают так называемый незаконный федеративный договор, утверждая, что это воля этих народов. Никаких воли этих народов не было, никакого добровольного, значит, образования государства не было. Это был в высшей степени шанс, дан нам свыше. Это был тот момент, который должны были все эти народы использовать для создания своих государств. И тот момент, что они были в тот момент захвачены и введены в состав Российской Федерации России через подписи, которые сделали бывшие коммунистические руководители, которые еще были в прошлом Советском Союзе. Это незаконное создание Российской Федерации России в данном виде, которое оно есть. Это незаконное создание. Это незаконно созданные республики. Я почему об этом говорю? Потому что сегодня Путин и его там окружение или другие там, значит, разные там политики садятся и себя мнят, что они такие вот легитимные, все такое. Здесь на Западе находятся некоторые деятели. Мы, говорит, были в той доме, мы были в этой доме. В никакой доме они не были. Это было незаконно созданное, значит, государство.
И нужно исходить из того, что никаких, значит, решений или съездов народу или добровольного создания Российской Федерации эти республики, эти народы не выражали. После того, как была создана вот таким незаконным способом эта Российская Федерация России, у них в Российской Федерации России прошли, значит, внутренние, скажем, противоречия, которые привели к тому, что в октябре, ноябре, декабре были, значит, столкновения. Эта власть, которая так незаконно пришла к власти, она расстреляла Верховный Совет. По данным, которые имеем, мы около 6 тысяч человек они убили. Ужас. И затем, после этого, в декабре, 12 декабря, они принимают, эта власть, это тогдашняя, которая есть сегодня, они принимают Конституцию. Конституция обычно принимается референдумом, конституционным собранием или парламентом. Значит, всеми этими тремя методами эта Конституция нынешняя российская не была принята. Она была принята опросом населения. То есть опрос населения не имеет за собой юридической основы. И вот в эту свою Конституцию, российская власть, Путин, то есть, вернее, тогда был Ельцин, они вписывают в эту, вписывают и Чеченскую республику, которая не входила еще до образования этой Российской Федерации, и речи не было. Мы уже 12 декабря 1992 года приняли свою Конституцию, 13 у нас признала Грузия. Они вписывают нашу республику как часть России, незаконно, в декабре 1993 года. И тогда Чеченская республика в январе, 16 января 1994 года указом президента Дудаева наша республика тогда была переименована в Чеченскую республику Ичкерия. Вот этот такой вот короткий период, можно сказать, коротко, если рассказать, но там этому предшествуют многие и другие моменты, о которых мы можем говорить, как развалился Союз, почему она разваливалась, эта страна СССР. И теперь можно сказать о другом. После того, как вот мы переименовали свою республику, Россия начала действовать таким образом. Она начала говорить, что Чеченская республика – это часть России. На основании того, что она еще незаконна с точки зрения международного права, с точки зрения, скажем, даже бывшего Советского Союза и логики, она объявляла нашу территорию своей частью, и это был нонсенс, это так же, как вот объявить, что любая страна другого государства в мире является частью России и внести ее в состав своей Конституции, а затем говорить о наведении конституционного порядка на территории Чечни, которая является частью России, Федерации. То есть вот такое преступление было совершено этой властью, и сегодня говорит о том, что они вот это, для чего это делали и как это делали, мы можем, конечно, здесь все это разложить по полочкам, но я скажу коротко. Дело в том, что когда они развалили этот Советский Союз, мы должны знать это, и наши потомки, и наши друзья. Они принимали тогда решение под лозунгом «разойтись, чтобы затем сойтись». И затем они говорили о том, что они на демократической основе будут все права соблюдены, и все. Они обманули всех тех, которые прислушивались к ним. Им верить нельзя было. Чеченский народ и наши лидеры не поверили им и верить не собирались никогда. Потому что мы знали, как и мы знали, и другие народы, конечно, они тоже испытали очень многие, скажем, страдания от этой империи. И вот когда они вот так вот таким образом захватили вот эти территории, и от имени, значит, свободного, добровольного вхождения Российской Федерации в Россию пытаются говорить уже теперь от всех народов Российской Федерации России. На самом деле это не было так. Против Чеченской республики, которую мы переименовали Чеченская республика Ичкерия,
Российская Федерация России совершила 5 агрессий. Должен сказать, что когда они начинали, они говорили о том, что мы, значит, хотим на территории нашей страны. На самом деле это была экспансия. При развале Советского Союза, они развалили Советский Союз, чтобы прийти к власти, и чтобы власть, которую хотел установить Горбачев тогда, в рамках, скажем, лозунг демократия, значит, свобода, еще это перестройка, глаз демократии. Вот он на этой основе опирался и хотел это сделать, чтобы человек был свободен, что в этой стране человек мог свободно, значит, дышать, свободно не мог быть преследован по политическим мотивам, чтобы у него были, значит, какие-то права свободной личности, и чтобы человек в этой стране мог участвовать в управлении государством. Как мы видим, этого не случилось и сейчас в самой России, в Российской Федерации России, и против этого именно эти имперские лидеры во главе с Ельциным и пришли к власти, и этим занимались и занимаются. Они против нас 5 агрессий совершили, затем они двинулись на Грузию, потом они пошли, как мы знаем все, в Украину в 2014 году, и снова они в 2022 году против Украины ведут войну. Фактически эта империя сегодня стала горьким, привкусом в нашей жизни, всем народам, которые вокруг него проживают. То есть эти бывшие коммунистические деятели, эти имперцы пытаются захватить теперь и Украину, и остальные все республики. Мы знаем их планы о том, что если им удастся захватить Украину, что они пойдут дальше, не только туда, скажем, на запад, как они грозят, но и они обязательно хотят захватить всю территорию бывшего Советского Союза и дальше развить вот эту всю свою экспансию. Вот таким незаконным образом действует Российская Федерация, власть России, которую возглавляет сегодня Путин, и делает, что пожелает с этой властью, и народ в этой стране, ну, скажем, введен в заблуждение, ну, скажем так, в кавычках, введен в заблуждение. Он принижен, унижен, народ там, он не может сказать свое слово, но есть там люди, которые ведут эту пропаганду. Мы знаем, значит, это государственная пропаганда, где они делают все для того, чтобы изобразить, что они работают и действуют во благо, скажем, этого народа. На самом деле мы видим, какие, значит, межнациональные столкновения, какие, значит, ситуации разыгрывают в самой России, и это по инициативе именно этой имперской власти. Мы это с вами знаем, кто это наблюдает, и мы знаем, что это дальше так будет. Поэтому я хотел бы сказать, что те разговоры о том, что мы развалим Россию, и мы потом, значит, мы будем свободны, этот вопрос будущего. Но сегодня у этих народов, которые есть в составе Российской Федерации России, есть тот момент, о котором я говорю. Они были незаконно тогда захвачены и введены в состав, называя, что это добровольное вхождение в состав Российской Федерации России. Нужно делать упор на эту сторону. А о развале России – это вопрос будущего, если они ее развалят. Потому что остальные государства мира, и та же Америка, и Запад, и, скажем, тот же Китай, они не говорят, они не хотят, чтобы эта страна развалилась. То есть у них есть свои планы на этот счет. Поэтому для народов, которые борются за свою свободу, независимость, они должны понимать эту ситуацию. Чеченская республика, когда говорят, что мы являемся частью России сегодня, я хочу сказать, напомнить, что Чеченская республика – это оккупированная территория, незаконно оккупированная территория российской властью. Они оккупировали наши территории, насадили там своих марионеток,
И сегодня из них, значит, изображают их тоже разного рода, значит, недоумков, пытаются, значит, вовсюду и это отнести ко всему народу, относя это таким образом, что вот чеченцы, они такие, сякие и все такое. Даже при том, что они служат, если и Путин, и все равно они как бельмо в глазу становятся в этой России. Это явный пример того, что и к остальным народам, даже после этого, они себя так ведут. Власть России. Вот о чем идет речь. Ну вот на этом я пока закончу. Если есть вопросы, дальше продолжим. Аслан. Barkal Ayat, Дересу. Ayat, вот Россия незаконно, как вы сказали, провела, подписала федеративный договор. Фактически элиты, местные элиты с центральными элитами, абсолютно те же самые, те же КГБшники, те же номенклатурщики коммунистические, Да. все остались у власти. И не считаете ли вы причиной, главной причиной того, что сегодня происходит в мире, и то, что Путин абсолютно не считается с международным правом, потому что он нелегитимен сам по себе, его государство нелегитимно само по себе, и исходя из этого неуважение к закону, неуважение к международному праву начинается не только по отношению к нам, эта война, сославшись на то, что мы якобы была автономная республика и так далее, ведут и против союзной республики, например, Украины, которая сейчас. Является ли это причиной? Но Основой? здесь вопрос в том, что с точки зрения международного права, вот это имперское, значит, название этих республик, автономные, союзные, это в международном праве нету, потому что это международное право на основе свободы личности и всеобщей декларации прав человека не может быть. То есть этого нету. То есть если бы они даже были бы автономные республики, при развале Советского Союза они имели точно такое же право в международном правовом поле создать свою государственность. Поэтому здесь причина была совершенно в другом, хотя многие говорят, что причина развала Советского Союза это было в том, что вот, допустим, Запад там пытался, или другие там страны пытались, победили нас. Нет, причина была не в том. Причина была в том, что в Советском Союзе личность, она была просто, значит, лишена всех ее свободы личности. Она не было никакой свободы личности. В каком плане? Что она не обладала возможностью иметь информацию, передавать настоящую информацию. Она не имела права социальной защиты, она преследовалась по политическим мотивам и много чего. И она личность не могла избирать власть в этой стране. Вот эти все признаки были, значит, лишены. И в этой ситуации, естественно, значит, личность и люди не могли ни создавать, ни участвовать в создании продукта, скажем. Они были просто инструментом или были, значит, просто рабами, которые работали на эту власть. Вот что они были. Поэтому в Советском Союзе при обладании таких, скажем, природных ресурсов они закупали все значит, продукты, зерно, разного рода промышленные товары, и тем самым обеспечивали в целом весь Союз. А когда на эти все товары, которые реализовывал Советский Союз, цены упали, то Советский Союз не смог с тем, значит, с той системой управления хозяйственной и промышленной, не смог прокормить и создать что-то такое. Они занимались созданием только вооружения в этих гулагах и всегда говорили, мы весь мир закабалим, мы Советский Союз, мир там коммунист построим. То есть они этим занимались, и поэтому, когда цена на все это рухнула, они оказались, как говорится, король оказался голым. Вот поэтому Советский Союз и рухнул, потому что все люди в Советском Союзе, я просто знаю по себе, и как другие люди говорят, что это, как это так?
мы победили во Второй мировой войне, мы, значит, имеем такие крупные запасы нефти, газа, ну, все что угодно, так? Самые большие запасы в мире. И нам нечего, значит, за хлебом стоим километровой очереди. В магазине нет ни того, ни продуктов, ни того. В общем, страшная ситуация. Все думали, что вот это-то и была та причина, которая привела Горбачева к той мысли, что перестройка, гласность и демократия, чтобы именно на этой основе вести, значит, это понятие для того, чтобы вот такую создать систему власти в Советском Союзе. А эти имперские деятели, которые выступили тогда против Горбачева, они как раз и сорвали все это. Вот в этом-то была и причина развала Советского, а не в том, что почему тогда сегодня Америка, Запад не хотят развала Советского Союза. Это же очевидно, мы знаем. И то, что они говорят, что это было тогда, тоже это неправда. Причина кроилась вот в том, что сама власть Советского Союза была преступна. Это была имперская власть, и она всегда могла жить только за счет того, что она всегда искала виновника, или внутреннего виновника во всех своих бедах, если трудно, или внешнего, из захвата чужих территорий. И сегодня она занимается тем же самым. Аслан? Аят, 6 декабря 2001 года Конституционный суд РФ в определении номер 249О официально признал положение Федеративного договора 31 марта 1992 года о суверенитете республик не могут действовать и не подлежат применению, потому что противоречат их российской конституции 93 года. То есть даже те самые российская законность, на которую они ссылаются, сама признала, что договор 92 года был юридической фикцией, которую можно было выбросить в любой момент. Вы, как бывший председатель парламента Чеченской Республики Ичкерия, как оцениваете этот факт? И фактически выходит ли так, что Чеченская Республика, которую они незаконно вписали, затем, убив четверть нашего населения, втянули в свою вот эту фашистскую федерацию, единственным легитимным субъектом международного права, потому что все остальное абсолютно нелегитимно и незаконно. То есть я не услышал тебя в самом начале, что было в этом документе. 6 декабря Конституционный суд РФ признал положение Федеративного договора от 31 марта 1992 о суверенитете республик не могут действовать и не подлежат применению, потому что противоречат Конституции 93 года. То есть вот этот договор 92 года, он противоречил Конституции 93 года. Да. Вот в связи с этим, как вы считаете? Ну, тогда было много процессов, вот Конституционный суд, там и известные это некоторые там люди, сейчас фамилии я их не помню, которые были тогда в Российской Федерации такой, да? Они даже противодействовали Ельцину, они пытались, значит, сказать, что это так, они применяли, они говорили о том, что это незаконно, но это не становилось основой для того, чтобы они их слушали. Они убирали их то сюда, с должностей изгоняли, убивали, расстреливали. Короче говоря, они уходили с политической арены, они продолжали действовать. Так? И мы поэтому знаем то, что было у нас. Я сейчас уже изложил, что мы то, что делали, это было в рамках международного права, это было в рамках, скажем, той основы, которую принимал наш народ. В начале общенациональный съезд, это был референдум наш, а затем уже была декларация и действующей власти, точно такая же. И мы готовы были подписать этот федеративный, то есть новый союзный договор тогда. Но этот новый союзный договор не удалось подписать, потому что именно вот эти коммунистические руководители тогда заблокировали этого Горбачева в Оросе, и держали-то, фактически захватили власть 19, 20, 21, 22, почти 4 дня. И они власть захватили, и так вот получилось, что в конечном итоге Горбачева они больше не пустили в
в Кремль, а Ельцин тогда фактически столкнул, не дал возвратившимся Горбачеву вернуться в свой кабинет и работать, не дал. И вот поэтому вот это все и произошло, и, как сказать, конечно, люди в России, в Советском Союзе тогда были грамотны, понимали, что нужно делать вот то, что мы сейчас говорим. Но скажи мне, кто сегодня об этих вещах говорит? Никто почти не говорит об этом. Никто как будто не знает. И вот здесь некоторые наши деятели, которые на Западе здесь приехали, беженцами, некоторые, они тоже вот не понимая, и некоторые их лидеры, это фактически пророссийские, вот эту политику проводят, утверждают, что не нужна была нам еще независимость, не надо было это делать, надо было спросить Российскую Федерацию, Россию, а тот, кто говорит, это надо было спросить Российскую Федерацию, Россию, не знает даже, что когда мы создавали свое государство, этой Российской Федерации и не было. Мы ее создали на основе тех решений, которые было незаконно, но и развалин Советский Союз исчез, никакой Российской Федерации, РСФСР тогда и не было. Мы еще раньше этой РСФСР создали свое государство. Вот о чем речь-то идет. И теперь вот на Западе и на территории нынешней России они проводят вот эту преступную политику, и мы видим сейчас, что они делают, что во всем мире, что творится, вот все это закваску, всю эту преступную вот эту линию развернул именно Кремль нынешний. Потому что он пытается оправдаться, он пытается сказать, что они заботятся о народе своем, а на самом деле мы видим, что они делают. Напали на нашу страну, на Грузию, напали на Украину, напали там на другие там, я уже не говорю за Азербайджан, что было, Карабах, что было, не говорю эти вещи, то, что они делают в Молдове, то везде и всюду сейчас, что они творят, мы можем это пока что не говорить, чтобы время не тратить, собственно говоря. А на самом деле сама суть этой власти преступная, чтобы они не говорили. И если сегодня, скажем, вот это все вот так вот создается, получается, что власть, допустим, которая сегодня находится на Западе, я имею в виду Европу, Европейский Союз, они достаточно сдержанно относятся к той политике, которая сегодня проводится, скажем, американским президентом Трампом. Потому что непонятно, что же все же пытается сделать. Здесь вот как-то вот стало смешано. Китай, Иран, Россия, они как бы единомышленники, но и с ними еще некоторые другие разные малые страны такие. А с другой стороны, вот эти страны Европейского Союза и некоторые страны, которые придерживаются современного международного права, по другую сторону. Вот так случилось сейчас. И вот идет борьба между этими двумя направлениями, которые сегодня действуют в современном международном праве. Они вот одни и другие, вот те, которые вот в нарушении этого международного права действуют, они вообще не признают. И это не признает, совершенно не признает и Кремль, но в то же время они ссылаются на международное право, когда им это выгодно. А также делают и другие это большие страны. Вопрос встает о том, что же в этой ситуации делать. Но вот сейчас эти вопросы как-то должны разрешиться. Мы же не можем, скажем, остальной мир не может сейчас применить атомное оружие и, скажем, уничтожить нашу планету, ее жизнь на многие, скажем, века. Не можем. Так? То есть, чтобы нас отбросили там на несколько тысячелетий назад. Это понимают эти руководители этих стран, но в то же время среди них может оказаться какой-нибудь, ну, скажем, случайно эмоционально не сдержанный человек и совершит такое, потому что такая опасность присутствует, и вот это вот такое вот тихая вот такая дипломатия, она продолжается. Как вот быть в этой ситуации? Но мы понимаем для себя, для чеченцев мы понимаем, что мы должны держаться строго тех правил,
по которым в современном международном праве мы воссоздаем свое государство. И никаких отклонений ни в ту, ни в эту сторону. Наше государство оккупировано, и на Западе мы должны делать все для того, чтобы наше государство, как и Грузия, и как Украина, признали ее незаконно оккупированной территорией. Это будет для нас основой в перспективе, в ближайшем, я надеюсь, перспективе, чтобы освободить нашу территорию в рамках современного международного права и восстановить легитимную власть на нашей территории. Вот так я вижу вот эту ситуацию, Слава. А как получается вот так? Сегодня новые какие-то оппозиционеры, там разные, покойный Навальный или его соратники, которые... Ты громче чуть-чуть говори, Аслан. Ага. Да? Вот новые, вот так называемая оппозиция, которую сейчас там в ПАСЕ где-то там на стульчике посидеть разрешили, там Навальный разные всякие, они все основываются на том, что у них есть какая-то Российская Федерация, и на ней они строят, ну, или собираются строить новую какую-то, с новым флагом уже, что-то они там пытаются. Значит, на незаконном, получается, они в фундаменте собираются строить дальше. Но... Без выборов, без референдума. Да. Да, пожалуйста. Но здесь, ты закончил, Сан? Да, все верно. Ну вот, я же сказал в самом начале, вот эту основу показал, какая она. Никто не имел права это делать с точки зрения международного права. Если существует современное международное право, о каком международном праве эти так называемые деятели на Западе, как ты назвал их, эти люди, о чем они говорят? Что они хотят сказать? На какой основе они держатся? На основе того, что вот то-то было, у нас был парламент, или у нас была какая-то власть? Нет. У них никакой основы нет. И когда они это все говорят, обрати внимание, они все умалчивают тот момент, что чеченский народ создал свое государство в рамках международного права. Именно этот момент они пытаются все опустить. И тем самым, значит, свою кампанию набирает разных проходимцев, которые не имеют никаких полномочий от нашего народа, а люди с легитимным полномочием от власти нашего народа, они, значит, пытаются игнорировать. И эту работу они практически проводят по всему, так сказать, остальному миру. Но это не является никаким основанием для того, чтобы они получили и имели право говорить и действовать. Вот основа, о которой мы говорим, вот я ее тебе изложил, собственно говоря, и для всех, кто нас слушает. Вот какая основа была и что есть для этих. Теперь, когда они уже перешли, скажем, ну и Грузии, и сейчас Украине, они говорят, вот там Зеленский незаконный. Ну, если законный и Зеленский незаконный, то вы трижды незаконны. Зеленский законен, потому что в рамках международного права в условиях военных условий нельзя проводить выборы. То есть выборы – это свободная воля изъявления граждан. А какое может быть свободная воля изъявления граждан в Украине в ходе войны, в ходе этих бомбежек, обстрелов, бегства от этих всех беженцев? Какое может быть? Что Путин там говорит, сидя таким умным лицом, то, что он говорит, это не имеет никакого основания против, скажем, президента Зеленского. У него может быть какие-то там нарушения внутренние в ходе войны и все такое. Но в этом смысле, то, что он незаконен, он ничего не имеет права говорить. Вот и все. Баркалай, вот Иса задает вопрос, давно уже задал его, наименование Российская Федерация Россия, это так же, как Чеченская Республика Ичкерия? Нет, это у нас Чеченская Республика Ичкерия, это добавлено, потому что это историческое название нашего в прошлых веках, об этом писали наши предки, это один из районов нашей республики, так? А Российская Федерация России, это они, то ли это федерация, то ли это не федерация, то есть это как бы, значит, непонятно, масло масляное, что ли, они хотят сказать, или что-то другое. Федерация, но мы должны говорить или Россия, или Российская Федерация.
Российской Федерации сказать невозможно, потому что это никакая не федерация, ничем на местах не управляют никакие там лидеры, они подчиняются напрямую президенту, так все, и избираются, и назначаются. Какая федерация? Какая федерация? А если говорить Россия, то что это за Россия? Царская Россия, современная Россия. То есть здесь вот такой вот каламбур, в общем, название. И с этим носился, я помню, небезызвестный, значит, Жириновский, который утверждал, что надо бросить атомную бомбу на Чеченскую Республику, уничтожить этот народ. Ну, сумасшедший, собственно говоря. Он тогда эти вещи говорил. Но и таких, как он, сейчас в России тоже хватает. Вот такая ситуация, Слава. Баркалая Дересвуль. Так, есть вопросы, друзья? Пишите вопросы, я зачитаю. Так. Смотрите, Россия фактически незаконно оказалась в Организации Объединенных Наций, нынешняя Российская так называемая Федерация, оказалась на месте СССР, хотя в уставе ООН нету процедуры включения новых постоянных членов Совета Безопасности ООН. То есть незаконно вписали. И фактически все это время Россия была на побегушках у Запада, у Соединенных Штатов, у Великобритании, у Франции, которые входят в эту страну. Ну, в первую очередь США, наверное. И вот в связи с чем, вот почему до сих пор Россию не выгоняют из постоянного члена Совета Безопасности, вот, и почему ей позволяют до сих пор вот находиться в таком состоянии, хотя она ведет и агрессивные войны, устраивает геноцид, целые народы уничтожает, и все равно ей позволяют. С чем это связано, Аят? Ну, мы этот вопрос можем задать большим государствам, главам больших государств, которые втянули эту Россию как бы член Совета Безопасности, который может блокировать любое решение Организации Объединенных Наций, в принципе, так? И, конечно же, это тогда, вот когда нам приходилось, я бывал там в Америке, они говорили, что Россия скоро преобразится и станет демократическим государством. Видимо, тогда они совершили просчет и сделали это. Но сегодня вот мы видим, что президент Трамп говорит, что Путин мой друг, я его понимаю, и всячески его пытается поддержать, хотя он агрессор. И потом преступник. И международные суды признали его незаконным действующим, ну, преступником, не впуская никуда. А в Америку его приглашают, но это все связано с тем, что у России есть атомное оружие. Притом у них это оружие наравне с Америкой даже чуть больше. Так? Поэтому они опасаются, знаете, вот медведь в клетке, если его выпустит. Ну, в общем, вот такие идут процессы, и они не все решаются принять какое-то конкретное решение, не могут. То есть вопрос стоит в том, что не могут этот вопрос решить, тогда ошиблись. Ошиблись ли? Так ставится вопрос у каждого подсознательно. Ошиблись ли? Потому что мы видим, что происходит. Потому что право личности, право народов, имеющих свои государства, или право народа на образование своего государства ограничены. И даже те государства, те народы, которые создали свое государство, как Чеченская республика, Ичкерия, так? Их право после того, как они захватили, Россия захватила эту территорию, я уже повторяюсь и говорю, что многие, значит, блогеры, политики или какие-нибудь деятели, когда они начинают говорить, они обязательно пытаются умолчать то, что против Чеченской республики была совершена агрессия, умолчать, что это было сотное государство, умолчать, что необходимо ее деоккупировать, но в то же время разных самозванцев, которые от и нашей
имени нашего народа и государства здесь на Западе, здесь находится, с ними общаться, получать от них какие-то медали, которые не имеют на то права, или какие-то награды. То есть вот идет какая-то вот, знаете, это человеческая слабость ли, это или человеческая, значит, природа. Не знаю, как это сказать, но в любом случае вся эта ложь, она высветится, я уверен в этом, так? И мы, чеченский народ, на своих принципах стоит, и мы надеемся, что Украина нам в этом деле поможет. Она уже и так сделала, признала наше государство как оккупированное и объявила, что геноцид совершен этой российской власти против нашего народа. Так что в этом направлении мы должны все люди, и наши друзья чеченского народа помогать, и чтобы значит, наша государственность была признана таковой, чтобы потом нам легче было освободить территорию в рамках этих, значит, международных признаний и международного права и восстановить нашу легитимную власть, а не подсовывать нам разных людей, которые не имеют никакого отношения к нашей государственности. Вот такая ситуация. Но вот мы с этим сталкиваемся, и нам некуда, как говорится, жаловаться, кроме как не сказать об этом всем людям, сказать это и украинцам, и европейцам, и остальному миру. Вот такая ситуация, и сказать это тем представителям народов, которые находятся в России, вряд ли они это услышат, которые находятся здесь на Западе, лидеры, чтобы их политика была достаточно взвешенной и разумной, чтобы они не ошибались и не ходили в союз с теми людьми, которые сегодня фактически здесь на Западе работают, в любом случае работают на пользу этой Российской империи. Вот что я думаю, Аслан. Баркал, Андро Каратели задает вопрос, или Кетерели, извиняюсь, если неправильно прочитал. Здравствуйте, как вы думаете, чем закончатся отношения Путина и Трампа? Как закончится? Чем закончится, да? Ну, Надеетесь? я думаю, что это закончится тем, что Трамп уйдет через 3 года на покой, Мгм. на отдых, на пенсию или как это. А Путин может еще оставаться, и тогда новые вот процессы вот в этом направлении будут изменены. Я думаю так. Если Трамп не изменит отношение к тому, что вот происходит. Сегодня оккупация Украины и других государств, если даже против Украины вот такая вот, в кавычках, защита со стороны Америки, так, что может ожидать остальным государствам мира. Вот о чем речь. И как она закончится, Россия-то во главе с Путиным и его сподвижниками, которые вокруг него, они не откажутся от этого, не откажутся. Они могут там сменить власть, еще. Россия – это настоящая империя, которую мы видим вот таким незаконным способом втянули в состав этой Российской Федерации, объявляют, что это свободная волеизъявление, это добровольное желание. На самом деле это уже не было. Вот чем она закончится, это вопрос такой, знаете, открытый. Мгм. Надеемся, что поражением Путина в этой ситуации. Мгм. Ну, по всей видимости, его за уши пытаются вытащить, но посмотрим, что из этого выйдет. Ну, как бы пользуясь, конечно, его услугами, но не давят его до конца, к сожалению. Аят, ну, мы уже почти час в эфире. Предлагаю завершить сегодняшний наш стрим. Спасибо Давай, вам, давай тогда. Аят, за очень интересную, познавательную беседу. Баркал Масана, Дерез Масана. Всем, Спасибо. всем спасибо, всего хорошего, до свидания. Аликюэль До свидания. Машуэль. Аликей. Алик Тайлель.